В годы Первой мировой войны эта дивизия снискала славу своей разгромной силой и натиском, обеспечив успех Брусиловского прорыва. В этом году исполняется ровно 100 лет со дня основания Кавказской туземной конной дивизии. О подвиге элитных частей российской императорской армии и уникальном памятнике расскажет Фатима Кариева. Оригинальная скульптурная композиция из бронзы всадникам Кавказской туземной конной дивизии сооружена на мемориале памяти и славы в Насыркорте. Работа скульптора Равиля Юсупова – это 3 командира дивизии, командовавших разное время: Михаил Романов, Григорий Мишчули и Асламбек Катиев. Кавказская туземная конная дивизия, называемая в народе Дикой дивизией, была сформирована на Северном Кавказе в августе 1914 года, после начала Первой мировой войны. Кавалерийская дивизия являлась одной из частей русской императорской армии. Командиром был назначен младший брат царя свиты Его Величества князь Михаил Александрович Романов. Вечной славой покрыла себя дивизия в годы Первой мировой войны. Венцом одного из величайших эпизодов войны явился Брусиловский прорыв, где на направлении главного удара в атаку шла Дикая дивизия. Первым наступал Ингушский полк, который полностью разгромил железную дивизию Бисмарка, чем обеспечил успех Брусиловского прорыва. Скульптурная композиция Дикой дивизии всадникам Ингушского полка символизирует мужество и героизм, передает прекрасный миг атаки всадников, являющихся природными воинами, смотревшими на участие в войнах как на честь и настоящее дело мужчин. Впереди изображен брат императора, генерал-майор, великий князь Михаил Александрович. Он был назначен высочайшим приказом командиром Ингушского полка. Второй всадник – это Григорий Мишчули, он был командиром Ингушского полка. Третий всадник – это Асламбек Катиев, он был командиром Ингушского полка с 1916 года. Под командованием Михаила Александровича и Мишчули гремели имена ингушей на полях сражений. Дивизия стала одной из элитных и самых боеспособных частей в российской императорской армии. Каждое ее выступление в целом или ее отдельных полков – это сплошной героический подвиг. Проявление высшего мужества, особой честью было служить в Ингушском конном полку. Здесь на плите выгравирован текст телеграммы, направленной Николаем II генерал-губернатору Терской области Флейшеру. Как горный обвал обрушился Ингушский полк на германскую железную дивизию. В истории русского отечества не было случая атаки конницей вражеских частей, вооруженных тяжелой артиллерией. Менее чем за 1,5 часа перестала существовать железная дивизия, с которой соприкасаться боялись лучшие войсковые части наших союзников. Отличительная особенность состояла и в том, что они в числе немногих соединений российской императорской армии в период революционной смуты 1917 года сохранили верность присяге, военный порядок и высокую боеспособность. Фатима Кариева, Юнус Сучоев, Новости 24.